Гости из Голландии и итальянцы из других городов сегодня специально приехали на ферму Левинье. В переводе с итальянского это слово означает «виноградник». Все эти люди имеют непосредственное отношение к туристическому бизнесу и заинтересованы в новых маршрутах. Мэр города Мандас лично провожает гостей на ферму. Его интерес тоже понятен, ведь речь идет об инвестициях. Туристические фирмы не прочь начать строить гостиницы в Мандасе, ведь городку есть что показать. В XIV веке это княжество было самым крупным на Сардинии. Сохранился замок XII века, церковь. Ферма семьи Карта находится рядом с городом. Это еще один маршрут, который можно было бы предложить туристам. Хозяин фермы спокойно посматривает на гостей. За эти несколько месяцев он к ним привык. Заниматься агротуризмом его семья стала недавно, и на то были свои веские причины. Сельским хозяйством уже не проживешь, потому что цены на сельскохозяйственную продукцию очень низкие, поэтому мы практически, как можно сказать, подошли к пределу. Мы больше не могли, как говорится, существовать на то, что получали, в результате нашего производства. Эти утверждает, что жители городов вовсе ничего не знают о том, как производится сельхозпродукция. Им кажется, что булки сразу растут на деревьях. А он может показать избалованному горожанину и хлев, и скотину, и оливковый сад, и виноградники. Они только в сентябре начали приглашать гостей к себе. Говорят, в этом году сезон уже упустили, но за 3 года хозяин рассчитывает все-таки окупить все средства, вложенные в дело. Просто видит, его небольшой ресторанчик уже пользуется немалой популярностью. Построили его всего несколько месяцев назад. Даже лампочек еще на стенах нет, но туристам это нисколько не мешает. Работаем мы вчетвером. Я хозяин, моя жена Кристина, ее сестра Долорес и муж сестры. В общем, семейный бизнес. Моя жена отвечает за приготовление первых блюд. Это в Италии не супы, а макароны и равиоли. Она же ухаживает за нашими козами и делает все молочные продукты. А вот муж сестры – профессиональный повар. Раньше он в ресторане работал, теперь вот присоединился к нам. Агротуризм в Сардинии предполагает прежде всего то, что туристу предложат настоящие, свежие продукты. Кристина свою кухню показывает с гордостью. Здесь действительно все свое. Оливковое масло сделано из наших оливок. Вот такая баночка. Ну и оливки, конечно, предлагаем нашим гостям. Рецепт засола прост. Только соль и вода. А вот на вертеле жарится молодой поросенок. Тоже наш. Принесут его гостям на деревянном подносе. Обязательно рядом будет мирта. Приправа придаст блюду великолепный аромат. Это наш самый любимый на Сардинии запах. Артишоки свои, все соленья, но особенно любят гости хлеб. Его пекут здесь же, на кухне, в печи, по рецептам, которые передаются в семье из поколения в поколение. Через стеклянную дверь гости, сидящие в ресторанчике, могут видеть и хозяйский погреб. Типичное сардинское вино у нас, рассказывает Кристина, чуть более 13 градусов. Есть и красное, и белое. В бочках оно стареет. Все делаем по старинным рецептам. Хозяин говорит, что в самое ближайшее время надо будет сделать несколько комнат для гостей над ресторанчиком, привести в порядок вольеры для животных, продумать маршрут экологической прогулки. Скорее всего, это будет катание на лошадях. Проект этой семьи государственной поддержки не нашел. Во все вкладывали собственные средства и кредиты. Хотя мэр города Мандаса уверяет, что сейчас в Италии стараются поддерживать тех, кто сохраняет древние традиции виноделия, производства оливкового масла. Шутит, у нас все средневековые традиции хранятся в подвалах. То есть дается определенная сумма денег в зависимости от предоставляемого проекта. Да. И эту сумму денег могут получить как частные лица, работающие, то есть сельскохозяйственные работники, имеющие фермеры,